Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на площадке Международного методического семинара. Интерес вызывает профессиональная трансформация педагогов. Мы сегодня понимаем, что мы работаем в режиме постоянных изменений, введенный профессиональный стандарт педагога и, конечно же, обновленный принцип педагогического роста наших современных педагогических работников определяют совершенно новые задачи и функциональные обязанности педагогов, которые сегодня должны быть встроены в систему оценки качества образования. На федеральном уровне рассматривается вопрос о постоянном мониторинге, о диагностике профессиональных компетенций педагогов. Мы знаем о различных федеральных исследованиях. Республика Коми в режиме нон-стопа принимают участие, уважаемые коллеги, в различных исследованиях. Мы вчера попытались обозначить количество этих исследований. И, Борис Валентинович, я вижу, что вы с нами. Вы знаете, мы насчитали 20 исследований в течение года, в которых принимали участие наши педагоги. Но мы сегодня будем говорить, конечно же, о федеральных подходах к оценке профессиональных компетенций педагогов. Уважаемые коллеги, нам важно понимать сегодня, какие установки на уровне федерального центра определены. Мы должны понимать, что принципы, которые установлены в рамках педагогического мастерства наших педагогов, именно мастерства не рассматриваются как принципы профессионального развития педагога, поэтому понятие «мастерство» в рамках, например, конкурсного движения и оценка компетенций в рамках единых федеральных оценочных материалов тоже для нас в настоящее время такое дискуссионное поле. Поэтому, Борис Валентинович, мы рады, что вы вновь с нами. И я вам передаю слово для того, чтобы вы федеральные установки и действительно проинформировали нас, наших коллег, в каком направлении, уважаемые коллеги, мы должны с вами развиваться, трансформироваться. И есть ли возможность у нас быть теми педагогами, которые сегодня готовы работать с новыми инструментами оценки качества образования? Борис Валентинович, вам слово. Спасибо большое, Галина Владимировна, еще раз. Тут, вот посмотрев список уважаемых экспертов, которые будут сегодня принимать участие, я немножко, если позволите, перестрою свою презентацию. И, конечно же, вот о тех исследованиях, которые проводились в Российской Федерации за последние годы, наверное, детально и даже лучше расскажет Анна Александровна, когда будет выступать. У меня же история будет больше смысловая и больше такая методологическая. Если мы хотим что бы то ни было оценивать, то нам нужен совершенно конкретный, совершенно понятный механизм оценки. Вот могу только подписаться под словами Виктора Александровича Болотова, которые были им сказаны уже почти 10 лет назад, и, в общем-то, наверное, он и сам не претендует на новизну этих слов, но зачастую мы, когда начинаем что-то измерять, мы забываем о том, что для того, чтобы что-то померить, нужно это делать какой-то правильный, качественный и дающий правильный результат линейкой. Безусловно, для того, чтобы что-то получить качественное из того источника, который мы с вами являемся, то бишь из человека, а знания и навыки человека – это, напомню, латентная информация, то есть нельзя померить уровень моих знаний непосредственно, то есть нет, вернее, можно, но, наверное, одноразово. То есть если мне отпилить голову и туда подключить какие-то электроды, то однократно снять, сколько у меня там нервных клеток, можно, но при этом, наверное, больше я существовать перестану. Вот, поэтому мы меряем только оценку. Понятно, что эта оценка имеет какую-то ошибку. И эта ошибка, зачастую случайная, определяется нашим психоэмоциональным состоянием,
какими-то, ну, скажем, факторами здоровья. И, безусловно, вот понимая, что все равно будет какая-то ошибка, мы от нее избавиться совсем никогда не сможем, мы можем только ее минимизировать. А минимизировать ее мы можем только путем применения качественных измерительных материалов. Ну вот, возвращаясь, если мы говорим про итоговую государственную аттестацию, дай бог ей здоровья, то обратите, пожалуйста, внимание, что замечание к качеству контрольно-измерительных материалов, которые делает Федеральный институт педагогических измерений, на протяжении уже последних, наверное, 10 лет практически не встречается. А мы, если заглянем в аналы нашей с вами памяти, то вспомним вопросы по литературе про породу собачки Чичикова, вот, или про возраст Муму, и что-то там еще. В общем, какие-то ляпы, они на первых порах формирования измерительных материалов, естественно, были. Важно же не то, что они были или их не было, а важно то, как технология производства различного рода измерительных материалов позволяет это увидеть, отследить и минимизировать риски, то есть и исключить, в общем-то, попадание таких историй. Поэтому, говоря о развитии фондов оценочных средств для оценки компетенций педагогов, надо понимать, что за последние годы, наверное, 4, чего только у педагогов не пытались оценить. Это и уровень психологической устойчивости, и вот та история, про которую сегодня пойдет речь, она наиболее понятная и наиболее, ну, наверное, измерима. Это уровень предметной и методической компетенции. Вот, это и на самом деле много что еще, можно перечислять долго, но вот та модель, которая вот кристаллизуется последний, наверное, год-два, она, по сути, предполагает оценку всего 2 параметров. Параметр первый – это методическая компетенция, параметр второй – это предметная компетенция. Конечно же, вот Анна Александровна сегодня расскажет, есть еще заходы на исследование тех или иных историй, но для простоты понимания на сегодня пока оставим, вот я бы позволил себе оставить это пока за кадром. Поэтому, если мы говорим о той или иной оценке, то нам для этого нужны какие-то вещи, которые будут позволять ее проводить. Ну, во-первых, это наличие внятного, понятного содержания проверяемого, которое мы собираемся проверять. Мы много раз говорили о том, что здесь зачастую исследователи натыкаются на разного рода подводные камни. Ну, например, из простых историй. Нужно ли проверять знания математики, знания тригонометрии учителя математики, который преподает в 5, 4, 5, 6 классе? Ведь он практически никогда не делает уроков по этому материалу. Ответ совершенно дискуссионный. Возможно, надо, потому что этот учитель будет затем, возникнет необходимость его работы в старших классах. Возможно, не надо. Нужно ли проверять знания учителя технологии? А напомню, что предмет технология – это предмет, который подразумевает деление по гендерному признаку, и молодые люди, как правило, больше склонны к техническим историям, а девушки больше, ну, программа, в общем-то, она немножко отличается, склонна к другим историям. Сейчас, простите, я попробую зафиксироваться, чтобы она, вот так вот лучше, наверное, да, чтобы дребезг исключить. Так вот, что здесь, какое решение принять, а предмет, собственно, один и тот же, технология. И нужно ли его делить по гендерному признаку, это тоже большой вопрос. Есть много разных историй. Вот. В любом случае, перед тем, как мы собираемся проводить эту самую оценку, нам нужно четко и понятно понимать, что мы собираемся проверять. Почему нам это нужно понимать? Потому что мы это должны прежде всего объяснить тем коллегам, которые под это испытание у нас с вами подвергнутся. И право любого нормального человека получить в руки внятный и понятный материал. И если у него возникнут вопросы по тем или иным заданиям, чтобы ему на них ответили, а почему именно так, почему вы спрашиваете у меня вот это, почему вы не спрашиваете вот это. То есть нужен внятный и понятный план работы. Соответственно,
какими бы ни были семи пядей во лбу разработчики этих заданий, они, конечно же, совершат ошибки. Совершат они ошибки, потому что это люди, а людям свойственно ошибаться вне зависимости от уровня их компетенции. И поэтому технология производства подобного рода измерителей должна, безусловно, предусматривать такие этапы, как экспертиза, когда на эти задания будут смотреть какие-то совершенно независимые люди и давать им свою оценку. Соответствуют ли они проверяемому содержанию? Не избыточна ли их формулировка? И много-много-много другого. Мы, вообще говоря, в производстве выделяем тестологическую экспертизу, содержательную экспертизу. Вот. И, конечно же, не каждая экспертиза способна все равно выявить ошибки, поэтому разумным этапом в исследовании предполагается апробация измерительных материалов. Таким образом, вот кто бы ни был разработчиком измерительных материалов для оценки тех или иных качеств или свойств наших с вами коллег и нас с вами, они должны это все понимать, подразумевать и учитывать. Соответственно, срок разработки нормального измерительного материала – это 2-3, ну, вернее так, не менее 3, а, как правило, 4 и более месяцев. И зачастую, если измерительный материал был сделан очень наскоро, то мы, к сожалению, и видим некоторые ошибки. Следующий этап – это технология проведения, обработки и хранения данных. Конечно же, разумно и нормально, чтобы результаты выдавались, во-первых, тем категориям, для которых они предназначены, во-вторых, в том виде, который позволяет на их основе принимать те или иные управленческие или иные какие-то решения, ну и в-третьих, в те сроки, когда это разумно. Приведу очень простой пример. Вот на заре моей туманной юности году в 2006 мы столкнулись с необходимостью модернизации системы мониторинга, подчеркиваю слово мониторинга, образовательных достижений школьников в Томской области. Мониторинг проводился в феврале, результаты выдавались в июне. И, честно говоря, не очень было понятно, что с этими результатами делать, потому что дети уже закончили учебный год. Заниматься с этими детьми, которые показали эти результаты в феврале, спустя полгода, ну, в общем-то, уже не имеет никакого, наверное, смысла. Агрегировать и отдавать в органы исполнительной власти общую какую-то картинку успешности или неуспешности этих детей для того, чтобы органы исполнительной власти что-то с этим делали, тоже непонятно, потому что прошло полгода. Вот, поэтому, когда результаты международных сравнительных исследований обрабатываются примерно год, и после этого выдаются рекомендации стране, эта ситуация понятна. Но ситуация, когда мы с вами делаем что-то для детей ли, для педагогов ли, понятно, что результаты должны выдаваться достаточно оперативно. И, соответственно, особенно если речь идет о детях, то есть, ну, в том плане, что результаты могут использоваться для коррекции затруднений, о чем мы говорили с вами вчера буквально. Еще раз повторюсь, результаты ПИЗа не предполагают обратной связи к тем же детям, которые это исследование проходили. Такого рода, то есть то, что предполагает возвращение к этим результатам, это либо региональные диагностические работы, либо мониторинговые исследования уровня обученности. Ну, в крайнем случае, там уже в ряде случаев результаты государственной итоговой аттестации школьников 9 класса. Вот. Или нормальная ситуация, результаты всероссийских проверочных работ. Но вот если говорить о результатах компетенций, исследования компетенций педагогических работников, то если цель выявления профессионального дефицита, то человек должен узнать о том, что этот профессиональный дефицит у него выявлен, как можно быстрее, чтобы его компенсировать. И выдача результатов через значительные промежутки времени представляется, ну, не очень хорошей практикой. И, конечно же, нужны механизмы обеспечения достоверности получаемых результатов, потому что любой нормальный человек скажет: ребят, как вы это получили? Безусловно, конечно же, такие оценки должны проводиться, ну, более-менее регулярно. Под словом регулярно я имею в виду
цикл где-то, ну, наверное, двухлетний, да. Ставя себя на место педагога, я добровольно прошел тестирование на предмет выявления, какие у меня есть затруднения. Мне рассказали, что со мной происходит и какие, ну, проблемные зоны у меня есть. Мне необходимо время на то, чтобы их компенсировать. То есть бессмысленно, вот когда Галина Владимировна сказала, что 20 различного рода исследований, штука, конечно, хорошая, но хочется как-то уже, ну, наверное, ну, какой-то отдачи, да, то есть хочется понимать целеполагание до начала процедуры, чтобы потом использовать эти результаты. Все ли там из 20 процедур имели такое целеполагание, неизвестно, но хочется надеяться, что большинство. Соответственно, если мы что-то оцениваем, то мы должны задаться целеполаганием. Не буду сейчас, наверное, сильно в это углубляться, только хотел бы сказать, уважаемые коллеги, что напомнить, вернее, не сказать, а что оценка бывает по отношению к системе или к объекту оценивания внешнее и внутреннее, и оценивание бывает нормативным, то есть соответствие некой планке, да, норме, и критериальным, когда выявляется не просто уровень знания объекта исследования там, или тех сформированности тех или иных компетенций или навыков, а, собственно, выявляются конкретные предметные там, или иные, или еще какие-то затруднения. И, безусловно, оценивание бывает суммирующим и форматирующим. То есть суммирующим – это некоторое итоговое оценивание, которое подводит итоги деятельности прохождения, так сказать, той или иной образовательной программы, и формирующим, которое и призвано выявить какие-то проблемы и сформировать программу по устранению этих недостатков. Поэтому, уважаемые коллеги, очень часто мы пытаемся подменить в текущей действительности попытки оценки компетенций задачами проведения той или иной аттестации, в том числе аттестации на квалификационную категорию. Давайте, пожалуйста, четко для себя разделять эти понятия. Если мы говорим о оценке компетенций с целью выявления дефицитов и последующей их компенсации, то такое оценивание, вот исходя из содержания данного слайда, может быть только формирующим, уважаемые коллеги. Оно не может быть суммирующим. А если по результатам этого оценивания производятся какие-то управленческие действия, то такое оценивание называется суммирующим. Соответственно, может ли такого рода оценка, которая призвана выявить мои профессиональные дефициты, служить поводом для оценки моей квалификации? Ответ однозначный – нет, не может. Вот совершенно точно нет, не может. Если мы говорим о оценке моей добровольной как объекта, уважаемые коллеги, по-моему, меня, да, в трансляции я сам себя вижу и, в общем-то, надеюсь, что все меня слышат. Если сейчас в чате я увижу, я попробую, конечно, переподключиться или выключить видео, но, по-моему, вся трансляция идет. Вот, спасибо огромное за обратную связь. Так вот, если мы говорим обо мне и о попытке выявить мои профессиональные дефициты, то это однозначно не нормативное, это однозначно критериальное оценивание. Может ли оно быть внешним? Наверное, может, потому что разработка измерительных материалов – дело сложное, неоднозначное, требующее высокой квалификации, и таких специалистов у нас не так много. Может ли муниципалитет это сделать? Наверное, нет, потому что там нет, при всем уважении к коллегам из муниципалитетов, там нет достаточного уровня квалификации специалистов. Не всегда они, вернее, есть. Мало муниципалитетов могут похвастаться тем, что они у них есть. А вот на уровне региона или страны, или такие специалисты, как правило, есть, и поэтому такая оценка, как правило, наверное, все-таки внешняя по отношению к объекту оценивания. Исходя из вышесказанного и определения качества образования, которое дано у нас в законе, значит, сейчас, извините, я пролистну вот этот слайд, да, мы понимаем, что, опять же, когда мы говорим о мониторинге с целью выявления предметных затруднений или методических затруднений педагогов с целью их дальнейшего устранения и формирования индивидуальной программы развития,
то тогда мы можем это, конечно же, назвать мониторингом, но только в том случае, если это будет проводиться более-менее регулярно, еще раз повторюсь, с промежутком, более-менее адекватным, не менее года, а желательно еще чуть побольше. И если это будет проводиться по сопоставимым измерительным материалам. Потому что если мы в этом году у меня оценили мою предметную компетенцию по материалам, которые существенно легче или существенно сложнее материалов, которые будут или были использованы в прошлом или в следующем году, то понятно, что это, конечно же, не мониторинг, это просто какая-то разовая оценка, разовый срез, который, возможно, мне, как объекту исследования, даст какую-то информацию, но сопоставить даже себя с собой я при этом не смогу, уважаемые коллеги. Ну и буквально пара слов о том, в какой форме эта история проводится. Здесь маленькая, давайте, значит, повеселю вас к середине рабочего дня. Мы очень часто слышим слово «тест» и слово «тестирование». Коллеги, которые преподают английский язык, а может быть и не только они, если я их попрошу перевести с английского слова «тест», ответят мне наверняка с точностью до смысла следующим образом. Тест по-английски – это испытание, эксперимент или проверка. И заметьте, в этом определении, в этом термине нет ни слова, ни про проверка ли это с представлением мне ответов, либо с тем, что этот ответ я сформулирую как-то для себя сам. То есть, другими словами, с количеством ответов, без количества ответов. В этом определении это ничего не сказано. Если мы посмотрим на классическое определение из словаря педагогических измерений, то мы тоже не увидим там отсылок к этой истории. Поэтому слова некоторых руководителей, при всем нашем к ним безусловном уважении, о том, что мы исключили из ЕГЭ задания тестовой формы, вызывают немножко улыбку и просьбу все-таки определить, коллеги, а что же такое у нас слово «тест». Поэтому очень много терминологических историй, которые, если в предмете толкуются однозначно, то в оценке методических компетенций зачастую имеют некоторую двусмысленность. И поэтому, на мой взгляд, имеет смысл, говоря о такого рода оценочных процедурах, говорить сейчас о необходимости создания банков заданий, возможно, открытых банков заданий, возможно, открытых кейсов, да? Выставлять их на широкое публичное обсуждение, потому что, на самом деле, разработчики не всегда подразумевают в идеале тот ответ, который дает испытуемый. И далеко не всегда этот ответ оказывается неправильным, согласитесь. Наверное, чтобы уложиться в регламент, я остановлюсь, оставив коллегам возможность ознакомиться. Там есть еще несколько терминологических и других картинок. Но, собственно, учитывая, что Анна Александровна подробно расскажет уже о том, как это происходит зачастую на практике, наверное, с удовольствием позволю себе ответить на ваши вопросы, если таковые возможны. Спасибо. Спасибо, Борис Валентинович. Нам очень важна ваша профессиональная позиция. Методологические подходы действительно сегодня в центре внимания профессионального сообщества. И мы, конечно, понимаем, что сегодня как раз процесс формирования управленческих механизмов, оценки компетенций наших педагогов. И нам важно, чтобы, Борис Валентинович, и ваши установки, они были услышаны на уровне Российской Федерации. Мы их принимаем тоже как данность. Полностью с вами согласны, Борис Валентинович. Наши педагоги рады, что вы сегодня были с нами, обсуждали столь важную, злободневную тему формирования профессиональных компетенций педагогов. Уважаемые коллеги, к нам подключается Анна Александровна Бурдакова. Анна Александровна в течение прошлого года, этого года, Анна Александровна, добрый день. Здравствуйте, сопровождала нашу республику в рамках проекта «Эффективные практики формирования государственных механизмов сопровождения школ». И поэтому очень надеемся, что 2019 год для нас был знаковым с точки зрения выстраивания партнерских отношений с научно-методическим центром «Аксиома». И наш проект, республиканский проект «Опорная школа», хорошо знаком Ане Александровне. А сегодня Анна Александровна нам представит
очень важную для нашего сообщества информацию о федеральных исследованиях в области профессиональной компетенции педагога. Анна Александровна, вам слово. Спасибо большое. Спасибо, Галина Владимировна. И хочу поблагодарить всех коллег КРИРО за возможность выступить, поучаствовать в семинаре не только в качестве слушателя, но и в качестве спикера. И хотела бы поблагодарить Бориса Валентиновича, потому что действительно те смысловые установки, содержательные, которые он озвучил, они мне близки, и я надеюсь, что буду ни в коем случае не противоречить, а несколько смогу дополнить эту информацию уже более содержательными, прошу прощения, организационными вещами как раз по вопросу оценочных процедур. В своем выступлении на тему исследования компетенций работников образовательных организаций как часть системы оценки качества образования мне бы хотелось рассмотреть как раз роль оценочных процедур и исследований, направленных на выявление уровня профессиональных компетенций работников образования и перспективы использования данных исследований, их результатов в системе ОКО. Ну, прежде всего, говоря о формировании процедур оценки качества образования, именно в централизованную систему целесообразно вспомнить такие знаковые мероприятия, как введение. Сегодня Борис Валентинович также уже обращался к воспоминаниям об этих мероприятиях. Введение единого государственного экзамена, которое началось с 2001 года с эксперимента, и мероприятие по созданию общероссийской системы оценки качества образования как часть мероприятия под программа Федеральной целевой программы развития образования на 6-10 годы. Именно на этом этапе были разработаны стандартизированные инструментарии, процедуры оценки, представительные выборки, конечно, были собраны, и применялось использование современных математических методов обработки данных и анализа результатов. Также данные мероприятия были вскоре дополнены экспериментом по ведению уже государственной итоговой аттестации в 9 классах, ГИА-9. Пока с 2003 года это было 4 предмета. На этом этапе были заложены, собственно, тоже основы для построения общероссийской системы ОКО и определены основные направления. Вот здесь, уважаемые коллеги, мне бы хотелось обратить внимание, что четко была определена роль мониторинговых исследований, диагностических исследований, именно как инструмента системы оценки качества образования. Сегодня также обращусь, Борис Валентинович, к вашему выступлению. Опять действительно полностью разделяю эту позицию. Здесь нужно понимать разницу между видами оценки и, собственно, целями исследования и целями оценки. Чуть позже я еще вернусь к этому вопросу. Но в любом случае исследования ложатся в основу как инструментарий, как структура, как один из важнейших компонентов в систему оценки качества образования, будь то внутришкольная система или внешняя. В настоящее время в нашей стране уже сформирована единая система оценки качества образования. Она позиционируется как систематическая диагностика состояния системы общего образования для принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем и последующей оценки эффективности принятых мер. Здесь мне бы хотелось обратить внимание, что исследования профессиональных компетенций действительно до недавнего времени еще выполняли некоторую дополняющую функцию по отношению к оценке результатов школьников. Но сейчас играет одну из ведущих ролей, и где только не звучит важность данного процесса. Это действительно важный процесс, потому что система на то система, чтобы рассматривать все звенья данного процесса, и условия, и результаты, и всех
субъектов этого процесса. Немного отнесусь к нормативным документам, так как роль исследования компетенции работников именно как предмета качества образования подтверждается нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Ну, прежде всего, конечно же, это федеральный закон 273 об образовании в части статьи 2, 97, на всякий случай, если будет интересно, в которых дается определение понятиям качества образования как комплексной характеристики образовательной деятельности, выражающей степень ее соответствия в ГОС, и понятию мониторинг системы образования, который представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений в этой системе. Собственно, самими в ГОС, в которых установлены требования к кадровым условиям реализации образовательных программ. Тут же хотелось бы обратиться к постановлению правительства Российской Федерации об осуществлении мониторинга системы образования номер 662, где как раз национальные международные исследования, мониторинги и аналогичные им были включены в перечень мероприятий, подлежащих обязательному мониторингу в рамках системы образования. Функции по проведению таких мониторингов возложены на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. В соответствии с этим в ведомственной программе Рособорнадзора «Качество образования» предусмотрено проведение работ по совершенствованию и реализации процедур анализа именно профессиональных компетенций работников образовательных организаций. То есть это часть системы мониторинга, это закреплено нормативными документами. И здесь хочу обратить внимание, что если мы вспомним второй слайд данной презентации, как исследование становится инструментом системы оценки, оценивания, можно в этом ракурсе рассмотреть приказ Минобрнауки номер 703 об утверждении плана мероприятий по формированию НСУР, в котором, собственно, уже представлен пошаговый план разработки, апробации, внедрения НСУР как процедуры, аттестационные процедуры на квалификационную категорию, что, собственно, также подтверждено и закреплено распоряжением правительства об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста. То есть исследования, которые, да, на федеральном уровне начали проводиться достаточно недавно, действительно 4 года как, они становятся официально де юре инструментом оценки. Здесь мне хотелось бы ненадолго вернуться опять к целевой ведомственной программе «Качество образования», где показателем именно реализации мероприятия по проведению мониторингов и исследований является количество субъектов, в которых применяются и развиваются технологии и методики работы с результатами, а также количество субъектов, в которых созданы и функционируют РСОКа. Собственно, здесь хотелось бы вспомнить мысль, которая прозвучала вчера, и сегодня уже четко Борис Валентинович ее озвучил, она прозвучала также в вашем выступлении, о том, что нужно разделять формирующее оценивание от суммирующего. Я бы немного взглянула еще на, может быть, отступив от формулировок официальных, взглянула на это таким образом. Нужно понимать разницу между исследованиями и мониторингами, так как цель их выявлять причины, работать с результатами на профилактику,
то есть именно для того, чтобы вернулись результаты адресату. Пусть они вернутся не персонально. Если мы говорим о крупных исследованиях, они могут вернуться статистикой, но статистику соответствующие органы и подведомственные организации могут применять для своей работы с каждой персоной, каждым субъектом. Поэтому, если мы говорим о том, что не работаем, получаем знания, это оценка. Если мы говорим, что мы работаем, выявляем причины получения таких результатов, это оценка и еще и диагностика. Собственно говоря, прошу прощения, коллеги, вернусь ненадолго, буквально обратно. Собственно говоря, этим объясняется стремление ряда регионов буквально 2000-х годов применять результаты оценочных процедур тогда еще учеников, участников для того, чтобы спроектировать работу учителей, для того, чтобы выявить профициты и дефициты и помочь эффективному образовательному процессу. Конечно, есть такие практики, конечно, какие-то удачные и неудачные опыты, можно делать разные выводы, но тем не менее наработки достаточно большие в различных регионах. И здесь мы можем говорить, безусловно, о том, что раз с начала 2000-х годов результаты пытались, ЕГЭ и диагностика ВПР пытались применить на оценку компетентности преподавателей, значит, в этом есть необходимость, значит, для этого есть спрос. И тут, безусловно, возвращаемся к первому принципу проведения и оценивания диагностик. Здесь я развожу, как можно видеть эти понятия. Это четкое соответствие инструментария той целевой аудитории, в которую мы ее применяем. В этой связи, с этой точки зрения, значимость проведения исследований именно на федеральном уровне, которые начались с 2015 года, важны и обусловлены необходимостью иметь такой инструментарий, который можно тиражировать по всей стране, результаты которого можно сопоставлять и четко совершенно измерять. Но необходима оговорка, что действительно ЕГЭ вводился долгие годы, не один год, и только последние несколько лет мы не видим каких-то серьезных претензий со стороны общества по отношению и к процедуре к самой, и к содержанию измерительных материалов. В части оценки компетенции педагогов этот путь только начался. И здесь очень важно учитывать опыт регионов для создания, корректировки и процедуры, и самих измерителей. Небольшое отступление хотелось бы сделать в сторону международных исследований. Да, действительно, достаточно незначительная выборка пока российских педагогов и директоров школ в международных исследованиях, но важность ее сложно переоценить, так как 2008 года она проводилась, и здесь рассматривались не только и не столько компетенции профессиональные, сколько условия труда педагогов. На это обращали внимание. Если обратиться... Хорошо, спасибо, вижу, осталось 2 минуты. Если обратиться к результатам, то мы можем увидеть, что некоторые из них неплохо бы было бы адаптировать и к нашим всероссийским оценочным и исследовательским мониторинговым процедурам. Далее ускорюсь и вернусь к российским исследованиям. Ну, собственно говоря, хронология российских исследований, инициированных на федеральном уровне, представлена здесь. Эта презентация будет доступна, поэтому сразу перейду на
уже заключительные слайды, хотелось бы обратить внимание на том, что в прошлом году было проведено 2 исследования со стороны Рособорнадзора, со стороны Министерства просвещения. Разница была принципиальна, так как исследование Рособорнадзора касалось именно измерителей, измерительных материалов, а Минпросвещения больше организационно-технологической модели. Приняли участие в исследовании Рособорнадзора со стороны Республики Коми 140 учителей и 7 директоров школ. Это достаточно большая выборка по отношению к всем остальным участникам, регионам-участникам. Собственно говоря, перейду со структуры, можно будет видеть на этом слайде основные особенности именно измерительных материалов 2019 года. В исследовании Рособорнадзора добавилась ПИЗа, что логично, и тороплюсь завершать свое выступление небольшим комментарием. Несомненно, в региональных муниципальных системах управления образования используются эти результаты, в частности, того исследования, о котором сейчас говорю. И используются прежде всего для выявления дефицитов, профицитов, для формирования заказа на программы, для подготовки и содержательной психологической педагогов. Вот на данном слайде небольшой пример того, что даже без персональных результатов статистики видно результаты. Здесь представлена, правда, общероссийская выборка, не региона. Ну, собственно говоря, здесь можно закончить тем, что результаты опросника показывают, что есть к чему стремиться и в процедуре, и в содержании измерителей. Научно-методический центр «Аксиома» участвовал в данной процедуре с точки зрения организационно-технологической. И действительно интересный опыт. В свою очередь, хотелось бы сказать, что мы проводим подобные работы, сотрудничаем с регионами, с муниципалитетами и образовательными организациями, так как важно практиковать не от федерального к федеральному исследованию, да, и это, в принципе, понятно и применяется во всех регионах, то есть регионального уровня подобные процедуры, они проводятся. И уверена, что проводится также в Республике Коми. Благодарю за внимание. Наши контакты на экране, готовы ответить на вопросы. Спасибо, Анна Александровна. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать вопросы Анне Александровне и через чат, и через раздел «Вопросы». Анна Александровна, как эксперт, продолжает с нами работать. И я передаю слово Аслане Анатольевне. Уважаемые коллеги, Республика Коми принимала участие в 2 исследованиях и Рособорнадзора, и Министерства просвещения. И очень кратко мы представим информацию о наших результатах и о нашей экспертной деятельности. Анна Александровна, вы с нами еще на связи. Коллеги, задавайте вопросы. Пожалуйста, Светлана Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот мы с большим интересом прослушали выступления федеральных спикеров. И, безусловно, вот сегодняшнюю аудиторию составляют не только, да, вот участники проекта «Эффективная школа», но и эксперты, да, вот, которые, собственно, занимаются оценкой профкомпетенции учителей и в рамках этой апробации, и в рамках, собственно, аттестации. Да, мы эти функции постарались соединить. Во-первых, вот мы, наверное, уже все можем отметить для себя как позитивный аспект, что у нас в основе, да, вот нашей модели аттестации, которую мы постоянно теперь сравниваем вот с моделью ЕФОМ, все же лежит мониторинговая составляющая, да, то есть там есть возможность и школам, и самим учителям вот соотнести свою динамику развития, да, сделать это до, после и так далее. То есть ряд параметров, критериев, компетенций, да, которые измеряются и там, тоже у нас совпадают, что вот готовят нашего учителя и, да, вот к дальнейшим изменениям вот в системе оценки профкомпетенций.
компетенций. Безусловно, это направление новое, да, оно еще достаточно тяжело воспринимается на уровне каждого педагога и образовательной организации. Склонности вот к самодиагностике такой ярко выраженной, я думаю, у нас еще вот нет повсеместно, но тем не менее, да, вот уже действующая на сегодняшний день модель аттестации в республике позволяет, да, и мы это делаем несколько лет, позволяет идти по пути формирующей оценки. Я сейчас пролистываю, да, собственно, то, как мы столкнулись, да, с измерением компетенций педагогов. Все, что делали федералы, в общем-то, подтверждает слова Бориса Валентиновича о том, что, да, это репрезентативная выборка, это достаточно достоверные результаты. Может быть, на этапе экспертной оценки были, да, вот какие-то отклонения. То есть это достаточно новый формат заданий. Мы внутри этих заданий нашли свой уровень, да, который заложен в нашей модели аттестации. То есть мы обеспечиваем, да, где-то вот первый критериальный уровень. И мы очень тщательно проработали результаты наши. Вот здесь пока представлены именно результаты педагогов Республики Коми. Мы их проработали в соответствии вот с теми дефицитами, которые были в целом выявлены. И вот что мы, помимо всего прочего, да, вот как бы замыкая круг с помощью экспертов, которые были тоже представлены из Республики Коми, что мы сделали? Да, вот на примере биологии покажу. Вот итоги выполнения первой части, да, мы встречались с нашей педагогической общественностью, да, вот с теми же учителями биологии и соотносили. Да, вот результаты ЕГЭ, которые мы имеем за прошлый год, и вот та самая профкомпетентность, которую, да, мы измеряли в рамках этой апробации. То есть вот в этом ключе, безусловно, формирующим ведется на сегодняшний день работа, да, примерно так же мы шли по второй части. Вот, и итоги выполнения третьей части, да, вот мы анализировали буквально вот в открытом формате и имели возможность простроить линии развития и линии работы с профессиональными дефицитами. То есть вы сейчас, уважаемые коллеги, вот эти вот составляющие, да, увидели. Мы сейчас, мы, в свою очередь, имели возможность самодиагностики с опорой на тот критериальный ряд, который нам предложили федеральные эксперты. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, участники площадки формирования профессиональной компетенции педагогов. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что это направление для нас очень значимо. Мы рады, что вы сегодня были с нами. Благодарим федеральных экспертов. И самое главное понять, что принятие управленческих решений, оно возможно только тогда, когда мы осознаем, что действительно все измерительные материалы, они валидны, и что сегодня мы готовы осознавать, что педагоги и руководители принимают участие в исследованиях для того, чтобы на федеральном уровне были приняты единые федеральные оценочные материалы. Вот, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас принимать участие в исследованиях, мониторингах, в рамках которых вырабатываются данные единые подходы. Да, Светлана Анатольевна, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, с учетом дефицита времени забыла. Я здесь привожу вот буквально цитатник, да, из мероприятия всероссийского, которое состоялось в декабре уже в Новосибирске. Вот помимо результатов ЕФОМ, они анализировали вот модели аттестации, критериальные, да, ряды, вот их формирующий в том числе потенциал в Российской Федерации. Нам приятно сознавать, что мы вошли вот, да, как раз в число регионов с развитой практикой, и прежде всего вот в этой связи даже вот часть нашего сайта представлена на этом слайде, как раз рубрика «Аттестация». И здесь крайне важно, что они тоже фиксировали связь с аттестацией, с тем, что вот регионы с развитой практикой измеряют, да, не некую знаниевую составляющую и не ограничиваются, да, вот такой суммарной оценкой. Мы идем по пути все-таки измерения и роста компетенций, компетентности. Да, спасибо, Светлана Анатольевна. Действительно, команда в республике сформирована, и нам очень важно проанонсировать, что наша республика будет принимать участие в исследовании профессиональной компетенции педагогов совместно с Федеральным институтом оценки качества образования. Наш институт будет являться оператором данного исследования. Уважаемые коллеги, мы будем в ваш адрес направлять информацию.
и будем очень рады, что вы примете наше приглашение, и вместе мы будем выстраивать систему, которая будет сопровождать формирование, совершенствование профессиональных компетенций наших педагогов. Спасибо, уважаемые коллеги. До новых встреч.